о поездке и участии делегации ФНК в Организации непредставленных народов, но что касается самого факта, что ФНК установила такой контакт и что она включается в работу этой организации, сам этот факт я нахожу вполне нормальным. Вот. И, в общем-то, я думаю, что для лезгинского национального движения и национально-культурного развития это может сыграть положительную роль. Почему? Потому что лезгины – это народ, который сейчас оказался волею таких исторических событий, если хотите, даже волю исторической стихии, оказался разделенным пополам между различными государствами. При этом он оказался разделенным, значит, именно не просто на две части, а именно пополам. То есть он оказался разделенным очень опасным образом, таким образом, который ставит вообще под сомнение будущее этого народа как единого народа. И поскольку в азербайджанской части лезгины, в общем-то, не имеют никакого такого государственно значимого статуса в виде автономии или в виде каких-то других форм, которые бы позволяли бы развивать собственную культуру, поддерживать язык, которые бы как бы способствовали сохранению национальной идентичности лезгин, поскольку дальше сами связи между двумя частями народа, теми, кто живет в Азербайджане, теми, кто живет в Дагестане, они затруднены государственной границей. Вот. Поскольку все это так, то я думаю, что лезгины вполне, значит, подходят под категорию непредставленных народов, и в этом качестве могут участвовать в этой организации и иметь поддержку этой организации, с одной стороны. С другой стороны, знать ситуацию, так сказать, с другими непредставленными народами, заимствовать опыт их существования, их культурного развития вот именно в этой ситуации непредставленности. Мне кажется, это все вполне нормальные и хорошие вещи. Мне кажется, этот факт говорит о том, что ФНК очень серьезно относится именно к своей миссии, значит, а именно очень серьезно воспринимает, если хотите, себя как организацию национально-культурной автономии лезгин. ФНК в этом смысле понимает сложность, в котором находятся лезгины, именно в плане и развития их национально-культурной автономии, именно в плане того, чтобы сохранить себя как целостный народ, именно с точки зрения того, чтобы не растеряться в современном мире, я бы даже сказал, современном, очень неустойчивом мире.